Дорогие друзья, у меня в руках вот такое замечательное изделие. Это корзинка, сплетенная из ивовых прутьев. Такие замечательные изделия, которые пригодятся в быту, на кухне, ну и вообще в квартире, может быть, в частном доме, для любого семейства. Плетут ребята техникума для реабилитации инвалидов у нас здесь в Якутске. Сегодня мы поговорим о технике плетения, о том, как собирать сырье, как его подготавливать к плетению с преподавателем техникума Александром Дмитриевичем Апрасимовым. Александр Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, что начали плести вот такие изделия? Я корзину плету больше 20 лет, 2000 года. И с этого момента я уже начал плести простые корзины, декоративные корзины, а также в этом техникум-интернате я работаю уже 10 лет. До этого я 15 лет работал в школе-интернате слепых и слабовидящих детей. Так что у меня опыт есть. Вот 10-й год, каждый год по 10, по 8 учеников у меня занимаются в кружке лозоплетения. Скажите, пожалуйста, а вот этот материал, он вообще очень удобный для плетения? Вот примерно это основа, да, как он называется? Это основа. Ага. Основу готовим вот так. Берем начинающие обычно из 6 штук, вот стойки для плетения донышка. Ага. Это самое начало. Это самое начало. А давайте сначала мы расскажем, вот у вас здесь инструменты какие-то лежат. Хорошо. Чем нужно вооружиться, прежде чем приступить к плетению какого-то изделия? Ну, самого простого, небольшой корзинки. Для корзинщика инструменты такие. Нож острый такой, бокорез и шило. Вот если 3 инструмента есть, может начинать делать корзину любой человек. Даже не подготовленный? Даже любой человек могу научить. А можете рассказать по сырью, где вы его берете, как вы готовите? Это ивовые же прутья, да? Ива. А можно плести еще корзины из лозы? Ну, лоза, собственно, ива – это такое вот растение, которое… Ну, гибкая, да? А как вы подготавливаете? Где собираете эти прутья? Когда собираете? Это Россия, украинцы, русские делают из лозы, из виноградной лозы, а мы делаем из ивы, да? Ивы собираем в 202 микрорайоне или Даркалахское шоссе, там паром, где паром останавливается, оттуда собираем. Вот такие… Ну, сейчас все услышат, у нас горожане все побегут, и, наверное, ивы там уже не будет. Или ее там много. И вы сначала собираем даркалаха, а потом ассортируем, да, вот по диаметру. Это самые тонкие, да. И вот и также до сантиметра, 1,5 каждый по своему назначению. И вот сначала такой крестик делаем. Это из, ну, в общем, вот смотрите, здесь прутики, они такие толстенькие. То есть это у самого начала, видимо, да, вот как бы вот. Нет, ну, я так полагаю, сейчас я покажу. Сначала крестик делаем. Для начинающих надо делать из 6 прутьев. Это стойки для плетения донышка, да, круглого донышка. Круглого донышка, корзинки. Это самая простая техника? Самая простая техника. Вот я протыкаю шилом, да. Вот эти палочки нужно проткнуть шилом, соедините. Так, это вот проткнул, я заранее проткнул. И сейчас показываю, да, технику. И сюда вот… воткну, и вот 3 штуки я сразу вот так немножко оттачиваю. В общем, вместо шила мы запихиваем вот в эту дырочку уже вот 3 таких палочки. 3 стойки получается. Это стойки. Стойки называется. Ну или уток называется. Это начало нашего изделия. Вот это у нас крестик. Вот для начинающих сам раз. Если 4 по 4 делать, уже сложно будет для начинающих. Вот у меня вот учащиеся, кстати, наш техникум юбилей в этом году. Поздравляем вас. 75 лет будет. Здорово. Вот мои ученики.
Дарья. Вот она будет показывать, уже умеет второй раз, но уже умеет, как делать донышко, да, плести. А вот Валентина у нас, у меня ранее учился, у нее более-менее опытная, да. А у нас Прасковья будет показывать, как делать трубки из газет и потребительской бумаги. Вот все они трое будут работать, сидеть, мне помогать провести мастер-класс, да? То есть техники очень разные. Но во всяком случае мы сегодня занимаемся именно самой простой техникой. Самая элементарная техника будет плести, да? Ага. Так, за это время мы должны хотя бы простую круглую корзину делать. Наша задача такая, да? Чтобы все видели, как начинать. И азы у нас фабрикаты за час или сколько не сделаешь. Поэтому некоторые готовые будем показывать и покажем, как дальше плести, да? А сколько по времени занимает плетение одной корзины? Ну, плетение, я как мастер за 2 часа любую корзину могу. Ну, большую, любой сложности, да? Маленькую. Техника плетения очень много, но мы будем стараться сегодня самой простой техникой плести, да? Ну, по интернету это очень сложно будет, а так для начинающих у меня всегда вот мастер-класс уже сколько, больше 10 лет, больше 10 районов я обучил инвалидов и безработных граждан. Ага. Ой, какой вы молодец. И люди сейчас уже имеют какой-то дополнительный заработок благодаря вашим мастер-классам. Да, у меня несколько WhatsApp-групп, они ждут. Ну, пока с пандемией у меня пока не получается. До этого я обучал очень много людей. Они ко мне домой приехали или на месте, где мы собираем это прутья, там же собираемся и плетем. Так, скажите, пожалуйста, то есть прутья можно собрать буквально вот сразу, в любое время года, или же какой-то определенный период есть? Весной, может быть, или осенью? Да. Хороший вопрос. Вот только весной надо весной и осенью, самые хорошие прутья. А летом они много воды, поэтому растрескиваются. Если летом собрать, сразу надо очистить. Потому что если не очистишь, тогда сколько надо собираешь и очищаешь, тогда этот очищенный сколько угодно можно хранить. А чем очищать? Ножом? Можно ножом. Есть перевор-щемилка, в данное время у меня пока нету. Раскалываешь рейку пополам и через это протягиваешь. И все, и очищается. И то есть это очень быстрый такой процесс, да, получается? Нет, этот процесс летом только очень легко получается, а зимой, осенью и весной надо прокипятить 2 часа. Чтобы мягкая стала, да, вот эта лоза? Чтобы кора легко слезла. Наша, да, прутья наши ивовые. Прутья ивовые. И это, которые очищенные прутья. А вот смотрите, что вы сейчас делаете, вы рассказываете? Сейчас это у нас начало плетения, да? А начало плетения, вот, которое мне всегда показывает, я показываю самое простое вот начало, да? И берем самые тонкие прутья, длинные, так. Два и прутика. Вот у меня технику очень много, я простую технику вот так. Ну, нам простую вот нужно через это протягиваю, через дырочку. И вот техника называется веревочка 2 прута. Вот я обвязываю технику сзади и вот закрепляю. Так я два раза так вокруг протягиваю, чтобы посильнее, да, вот так. Ну, чтобы корзина не развалилась, да, чтобы дырочек не было. У меня более-менее гибкие, некоторые не очень, да. Ну вот, все. И начинаем каждый развести, как солнце, да. Так. Вот у меня данное время Дарья занимается, она тоже вот, это я вот для публики показываю. Вот так. Нигде не сразу растягиваю сзади и закрепляю. Кружочек. И каждый вот натягиваю, закрепляю. А у нашей Дарьи что получилось уже? А можем показать, вот что у Дарьи получилось? Дарья, вы уже почти донышко закончили. Вот так соединяем. А сколько лет вы занимаетесь плетением?
ну, сколько раз уже плели? Нет, второй раз. Второй раз. Да? Угу. Но это легкая техника? Это легкая техника. Да. Угу. Давайте мы корзинку сюда поставим. Какая будет по размеру корзинка у Дарьи? У Дарьи может быть такой размер, это уже сами принимаем решение. Угу. Вот То такая есть же вот будет, примерно мы покажем, вот примерно вот такое донышко у нас получится в итоге, или же вот такое вот. Ну, какой это в мастер зависимости. планирует, так и делает, да? Сколько можно, большое донышко, да? А как вот по литражу или как, ну, допустим, определяется? Вот это вот наша корзинка, это сколько литраж примерно? Или Это объем? 7-8 литров. 7-8 литров. Это в основном декоративное назначение. Угу. Это То есть декоративное, да. Надо вот отметить, сказать, что в принципе вот эта система плетения из лозы или ивовых прутьев, ну или из других там растений каких-то, лиан, может быть, да, имеет свою тысячелетнюю историю, потому что у каждого народа, где произрастают те или иные растения, в культуре каждого народа имеются такие изделия, и они носили всегда вот такой вот бытовой характер. То есть вот в таких вот корзинах, ну и они разных форм, можно хранить одежду, продукты питания, ну, чем и занимались представители вот этих вот народов. Сегодня у нас в Якутии, ну, поскольку это не наш традиционный вид, да, у якутов и у других народов коренных такого не было. Но оказывается, в принципе, у нас растет тальник, это же тальник, да, по-нашему? Тальник, ива. Вот, поэтому, в принципе, можно сказать, что это техника, ну, поскольку действительно мастер-классов было проведено нашим преподавателям очень много по Якутии, можно уже сказать, что это наше традиционное плетение. Ну и такие корзины используются сейчас во многих интерьерах. Интерьеры это в стиле рустик, в этно-стиле, стиль Прованс наверняка, да. Конечно, такие изделия, они несут не только такую бытовую нагрузку, да, для там хранения чего-то, но и, может быть, во вторую очередь, а может быть и в первую очередь, такой вот, ну, скажем, какая-то интерьерная такая вот дизайнерская задумка, с помощью которой легко преобразить свой интерьер и привнести какую-то изюминку, ну, деревенского дома, да, особенно это для частных домов. Да. Такая идея очень, ну, классная и здорово. Мне бы тоже хотелось иметь у себя, например, на даче вот такие вот корзинки. А может быть, я бы хранила здесь белье. Но если, допустим, сплести корзину большего размера. А скажите, где вы реализуете свои корзины, кто у вас их приобретает, может быть, или, ну, конечно, те, которые не хотят учиться, а хотят приобретать уже готовую вот продукцию. В связи с пандемией сейчас выставок несет только онлайн, да, и получается, вот раньше я реализовал на выставках прикладных детского творчества, взрослого творчества, да, а сейчас очень трудно. В основном я дарю своим по юбилеям, днем рождения. То есть и вот некоторые простые, специально я не делаю, да. Заказ несколько есть, некоторые, вот заказы делаю хорошие. Вот, скажем, там чуран у меня стоит. Это чуран, давайте мы его покажем. Это вот подарок. Чуран можно? Дарья, покажите, пожалуйста. Это подарок народному, вот такая замечательная вещь. народному поэту да. Семену Рупову. Семену Рупову. То есть вы его сплели и потом вручите этот подарок, да? Я уже вручил. Это понятно. То есть вы, чтобы показать нашим телезрителям, да, вот да, что вы плетете и что можно сделать из ивовых прутьев, ивовых прутьев у нас здесь в Якутии. Даже сплести вот такой вот чурон. Это здорово. Вот это вот огромная такая вот конструкция тоже. Расскажите про эту конструкцию. Что это? Это у меня ваза цветочная. Различные такие, побольше можно, поменьше. Некоторые 1,5 метра. То есть вот в такую вазу можно поставить сухостои какие-то, да, и тем самым украсить очень свой декоративным интерьер. узором, а также вот любой. Она у вас, я смотрю, она у вас залакирована, да? Лакирована. А какие-то цвета, может быть, можно ведь покрасить, да?
Да, это любой золотистый цвет можно, да. Можно красный цвет. Это уже от лака зависит. То есть лак нужно подобрать, можно Это у и... меня как бы комбинированное. И очищенное, и не очищенное. В основном я не комбинированное делаю. Здорово. Ну, а сегодня мы наверняка вот плетем примерно, вот Дарья, наверное, плетет примерно вот такую корзинку, да? Угу. Небольшая. Ну, это я внукам сплел. Очень вот игрушка играют, там как бы на этот, тоже можно собрать на этих, как лукошко, да? И там как на грибы можно детям, а также вот по ягоду. Ага. Ягода здесь не помнется, грибы точно не помнутся. Да, нет. А, допустим, вот вспоминая советские детские сказки, например, да, про Иванушку там, дурачка, другие сказки какие-то, про Василису Премудрую, там, по-моему, тоже вот были вот такие вот герои, ходили вот с такими лукошками. Ягода не должна помяться в таком изделии. Да. Очень ну, долго грибы хранится. точно не сломаются. И можно хранить. А еще какие-то продукты ведь можно же хранить, да, для хранения? Овощи, ну, лук, например. Фрукты очень долго хранится, не портится. Ну да, почему, наверное, долго? Потому что здесь вот, видите, во-первых, это природный материал, очень такой гибкий, дышащий, очень приятно его держать в руках, тактильные такие ощущения очень приятные. Да. Ну и за счет отверстий здесь прекрасная вентиляция, то есть действительно вот эти продукты, они не будут портиться. Да, очень долго. А также везде можно на базар ходить, яйца, тому прочие продукты. Да, вот, можно, кстати, яйца вот здесь вот точно. Потому что у хозяек бывает порой, вот современных хозяек, когда с работы бегут, конечно же, с тарой не всегда хорошо. А так вот с корзинкой положил яйца, и можно их донести спокойно, и не бояться, что где-нибудь в общественном транспорте их раздавят там. Вот, потому что она достаточно такая упругая, плотная. Да, еще у меня корзинка для пикника. Вот, тоже можно, я возьму, да? Покажите. А вот, я думаю, очень большой спрос на такое будет, потому что китайские есть, украинские есть, они другие более-менее. Это у меня форма своеобразная, да? А объем 25 литров. Можно сколько можно. Это она такая 20 литров, да, объем? Да, вот так вот. Ну, Я просто представляю, что бак есть эмалированный. Даже вот так, этот два ведра точно будет. И вот, пожалуйста, крышка открывается, закрывается. С двух сторон все закрыто. Декоративная крышка такая. И любая большая семья может такой корзиной на пикник. Запастись всем необходимым. Все необходимое, сложить сюда все продукты. сложить, и все. И лес. Вот по юбилеям или своим родственникам. Ну, когда праздники начнутся. Это самый такой ручная работа, эксклюзивная, экологически чистый материал. Любой человек это большой подарок. А деньгами дашь, он потратит и все. Это как бы память все равно. Ну, да. И память, и как уже быту может пользоваться. Александр Дмитриевич, но ведь можно такую корзину сплести и самому ведь? Да, это если научить, можно самому плести. Которые у меня учатся, у меня тоже будут поесть несколько, они по WhatsApp учились. Я думаю, если человек упорно будет заниматься, такую запросто может сделать. Так декоративная, вот такие красивые. И простые тоже. Начинаем с простых, которые не очищенные. И от простого к сложному идет. Вот этот инструмент вы для чего используете? Это вот, как они называются? Это круглогубцы. Это чтобы вытаскивать, вот, когда отсюда, или вот так, когда вот прутья куда-нибудь завернуть надо, или у тебя рука не доходит, вот этим как бы шипсом протягивает через это. Захватываете? Захватываю. Но пока вы не пользуетесь сейчас им, да? Ну, пока нет, вы в плетете. основном нет. Ну, пока простые, в основном у нас же хватает нож,
а также бокорез и шило в основном. Ну, шило в основном тоже. Да, вот, А у нас в Якутии вы пробовали другие материалы использовать, например, ну, как сырье? Ну, допустим, березовые, может быть, прутья. Береза совсем не идет. Ага. Почему? Ну, в основном береза ломается очень. Вот так, вот они очень гибкие, да? Вот сколько я могу вот на пальцах крутить. Это очень хорошая у меня ива. Тем больше хранится вот. А когда вы ее собирали, вот эти прутики? Это я вчера собрал, и сегодня сразу привез. Вы его почистили? Нет, Ну, вот эти прутики? нет, это зимой на улице выбрасываю, так лежит. Когда надо сколько угодно, я могу занести и начинать делать. А летом, конечно, с хранением очень сложно, поэтому, когда я собираю, сначала сразу несколько корзин делаю, и некоторые очищаю. Вот. Бак, немножко воды, и там кучей я навязываю, и сюда 2 часа кипит вода, ну, паром вырабатываю и сразу очищаю. Легко сбирается. Летом, осенью очень крепко сидит, плотно сидит, и поэтому очищать очень трудно. Ну, а хорошо работать, наверное, именно когда она распарена, да? Она более гибкая становится. Да, она, когда распаривается, вот кожуру через щемилку чистит легко, очень легко. Только беременна, конечно, 2 часа надо хорошо прокипятить на пару или на воде. И поэтому очищенные более очень много затрат получается, и они более высоко ценятся, чем простые. Вот простой у нас вот такой, да, скажем. Простая. Вот они как отличаются, вот да, они, даже по цвету. Это из неочищенных прутьев сделано. И она покрыта лаком, да? Ну, для того, чтобы она была более такой долговечной. А если не покроешь, они вот шатаются, все. А так это долговечно, сколько угодно можно. Если сам не сломаешь. А сколько может вот эта корзина выдержать, ну, по весу, например? Это даже Яблоки железку собрать сюда положишь, да ничего не будет, потому что она крепкая, все привязано. Вот. Ну, килограмма 3-4 выдержит? 5-6, наверное. Ну, и литраж, видимо, здесь тоже очень большой, да? То есть где-то... Ну, где-то 12-14 будет. Литров? Ну, то есть вот Для цветов, все, любом и быту, как... То есть использовать можно сказать, в любом направлении, да? Да. То есть хранить что-то для Цветы хранения очень цветы удобно. можно, И она овощи, очень фрукты, легкая. легкая, практичная. Для грибов. Ну, для ягод надо потеснее, это более-менее мелкими. Но здесь вот тонкими отверстие, сделать, и, видимо, отверстие здесь это все-таки зависит от того, что у вас прутья не обработаны, и поэтому и они такие достаточно они крупные. немножко усыхают, поэтому диаметру. немножко этот отверстие есть, получается. Ну вот, если плотно сделать через молоток или изер называется, тогда они более-менее плотные.